Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире очередной выпуск «Евразийского времени». И в студии работает Зарина Умиталиева. И сегодня у меня в гостях общественный деятель, мыслитель Мурат Мусабаев. Здравствуйте! Здравствуйте! Рада приветствовать в нашей студии. Ну что ж, сегодня я вам предлагаю, заявленная тема, она такая. Перспектива взаимодействия, скажем, в огромной Евразии. Так называемая территория Хартленда, допустим, Евразия, она огромная. Какие есть у нас перспективы? Я понимаю, что у нас есть, конечно, и экономическое сотрудничество, да, то есть я имею в виду ЕАЭС, но тем не менее, как вам кажется, так как вы мыслитель, я вам хочу более глубже, так скажем, копнуть, да, что мы должны еще вложить в идею, скажем, да, в такого взаимодействия? Я хочу сказать, помимо экономической составляющей, что нас может еще объединять? Экономика – это, как правило, деньги, правильно? Допустим, ты мне, я тебе, вы сегодня продаете, может, завтра кто-то продаст. Но помимо, скажем, этого, а что еще может быть объединять? Какие должны быть, так скажем, конкретные смыслы заложены в это вот понятие, содержание? Какие энергии должны быть, в конце концов? Я вот вам так пространственно так задала вопрос, так что вам слово. Ну, давайте так, Зарина, сделаем. Я сначала объясню телезрителям, что это за штука такой экономический союз. Вот с чего он начинается и как вот образуется. Потому что если этого не понять, как он образуется, то тогда дальше людям будет непонятно. Итак, между государствами экономические отношения происходят в 4 режимах. Первый режим обычный называется. Обычный – это куча ограничений, различных требований, там, таможенные границы. Все это обычный режим. Затем, когда государство немножко начинает интегрироваться, у них режим наибольшего благоприятствования называется. Это значит, какие-то послабления возникают по каким-то категориям товаров. Очень медленная интеграция происходит. Третий режим – это таможенный союз. Вот таможенный союз все уже примерно представляют, да? Если раньше у каждого государства вот контурная карта, да, граница, да, и была таможня, и у нас, помните, вот Акджол, это было не просто пограничный переход пункт, но еще таможенный пункт. Значит, граница убирается между странами-участниками, и возникает такая общая таможенная граница. И тогда, если товар пришедший, неважно, он идет в Россию, но пришел через Киргизию, он здесь декларируется, направляется в Россию, таможенная пошлина здесь снимается. И в этом таможенном союзе образуются ворота. Там южные, северные, западные, восточные ворота. Это единое пространство. А вот союз – это уже нечто другое. В режиме экономический союз – это свободное передвижение, в первую очередь, товаров. Второе – капиталов. И третье – трудовых ресурсов. Вот при таможенном союзе товары, да, капиталы и трудовые ресурсы еще пока нет. И вот это максимальная степень экономической интеграции получается. Вот если взять для сравнения Европейский Союз, да, это политический союз, Европейский Союз. А вот до этого было что? Европейский экономический союз, ЕС было. Да? Вот то же самое, что здесь. И вот для того, чтобы перешагнуть в следующую фазу, политическая интеграция, это каждое государство должно часть своего суверенитета, полномочий отдать наднациональному органу, это примерно как вот сейчас Брюссель. Передать туда полномочия. Вот я, например, в контексте нашего Евразийского экономического союза, я бы не советовал торопиться с политическим союзом. Это уже немножко другой уровень. Мы сначала должны очень-очень хорошо вот это единое экономическое пространство. И вот здесь все должны понимать одну такую вещь. Вот мы живем в Кыргызстане, да, политически мы Кыргызстан, языковое мы понимаем. А, ребята, экономическая территория для нас в Калининграде, в Беларуси, в Казахстане, везде. То есть с экономической точки зрения у нас простор гораздо больше. Понимаете, вот мы здесь, а экономически это наша территория. К примеру, допустим, вот трудовые мигранты, да, это самая простая, примитивная форма, да, поехали туда, но статус, допустим, трудового мигранта из Киргизии
Он отличается от статуса таджикского мигранта и там, узбекского мигранта. Почему? Потому что, по идее, они являются внешней миграцией. А у нас это все равно, что там из Пскова приехал там, в Питер, допустим, из Киргизии. Это примерно почти внутренняя миграция. Мурат Мурза, мы здесь знаем, что Евразийский экономический союз дает, скажем, 5 странам, это Кыргызстану, Казахстану, Белоруссии, России, Армении, определенные преференции. То есть это свободное перемещение товаров, работ, услуг, капиталов. То есть те незыблемые принципы. Но вы здесь упомянули об Европейском Союзе, да? То есть изначально он имел экономическую составляющую. Позже, конечно, он перерос в нечто политическую составляющую, да? Но я бы хотела бы здесь отметить, прежде чем этот Европейский Союз создавался, то есть угля и стали, было сколько войн? Франко-германская, начиная с наполеоновской, скажем, да, потом дальше идет франко, потом первая, потом вторая и так далее. И здесь подумали, почему мы все время создаем, как бы взаимодействуем только на основе меча и стали. А это что? Это создание оружия, согласитесь? Да. Да. Почему бы это не переформатировать в нечто большее? Потому что Европейский Союз – это не только экономическая и политическая составляющая, я так полагаю. Я полагаю, что это еще нечто еще цивилизационная основа там лежит. Поэтому мы и говорим, они европейцы. То есть мы не разделяем же, правильно, их? Допустим, он француз или немец. Он, получается, европеец. То есть можем ли мы на сегодняшний день называть жителей Хартленда, огромной Евразии, себя как евразийцами? И что мы можем вкладывать в это понятие? Вот какие смыслы мы должны искать в этом смысле, в контексте хотелось бы? Ну, давайте так, если взять вот это евразийское пространство, вообще само по себе, у нас же тоже длительная история. У нас когда-то это была Орда, да, из этой Орды... Нет, сперва была эллинская цивилизация, да? То есть, нет, я беру более-менее обозримо, да, такое берем. Это была Орда, ярлык на княжение раздавали. Потом, когда Орда распалась, возникла Российская империя. Ну, на обломках Орды. Это вообще тоже, это же история. Да. А если даже взять русский язык, там очень много заимствованных слов тюркских. В тюркском языке очень много русских. Только один язык вам покажет то, что мы давным-давно определенно интегрированы. Вообще, вот вы правильно задали этот вопрос, если говорить о любых формах, да, интеграции, да, вот первый пласт, фундамент, это культурная основа. Вот это реально культурная основа. Тут и язык, тут и... Ну, вы поняли, да? Вот, и быт, и мировоззрение, да, и мироощущение, да, и климат одинаковый. Ну, климат может отличаться, допустим, но, по крайней мере, да, вот эта основная часть, вот не было бы... Вот вы говорите же, да, у них, у европейцев, да, определенная культура есть. И на базе этой культуры, да, возникает цивилизация, понимаете? Цивилизация без культуры не бывает. Так вот, культурная основа, да, у нас она есть. Она исторически сформированная, да? Поэтому вот именно это позволяет нам, по крайней мере, понимать друг друга, интересы, да? Вот этот пласт культурный, это вообще основа всего. Но в последнее время, вы же понимаете, очень много попыток таких целенаправленных, да, как-то разделить нас, сказать, что мы разные, противопоставить. На самом деле это просто даже политтехнологическими средствами. Штучки. Да, это очень сложно, потому что вот так порезать, вот 33 года режут и никак не могут порезать. Но в конце концов, если взять для определенных структур на Западе, им любые формы интеграции, вот наша интеграция, любые, это как, я не знаю, серпом по одному месту. Поэтому этот союз, вот эти вот медленная интеграция, она даже вопреки. Вот все понимают, их давят, а потихоньку, ну, нам надо торговать, и может зона, там, режим наибольшего благоприятствования, ну, нам нужно как-то развиваться, и вопреки всему таможенный союз. А теперь Евразийский экономический союз, и мы теперь дальше. Это медленное возвращение суверенитета, независимости. Мы просто потихонечку, вот как вот под плитой лежали, мы медленно сначала руку вытащили, потом ногу. Мы из-под плиты вот этой вылазим. Это процесс. Он не единовременный, взял и вылез. Нет. Он действительно, он болезненно проходит. И вот поэтому мы находимся в процессе.
Я этот процесс наблюдаю, я его анализирую, по крайней мере, ну не знаю, лет уже 25 точно. Поэтому я понимаю, что это происходит. Это естественные все вещи. Вот даже саммит БРИКС происходит. Это этапная такая вещь, эпохальная. Ну, она должна была случиться. Вот она и происходит. Поэтому в этом плане правильно, да, вот культурные основы. Как бы ни пытались нам, но мы же понимаем, да, что происходит. Ну вот тихонечко накручивать, сколько денег. Режут потихонечку. Режут. Но я могу сказать, да, что это такая вещь, да, которую просто так вот, даже деньгами, вот смотрите, сколько денег вкладывают. Казалось бы, мы здесь вообще должны были, ну, слово нехорошее, разбежаться, да, но все равно же этого не происходит. Деньги, Что-то же-то и держит нас. Вот. Есть такая вещь. Вот когда я говорю, деньги это очень, да, такая колоссальная, глобальная. На деньгах есть далеко же не уедешь. Есть нечто больше, чем деньги. Я когда этот тезис произнес одному человеку, он так удивился, тем более он иностранец, он говорит, а что может быть больше, чем деньги? Я говорю, идеи. Идея. Вот когда есть идея, так, собственно, деньги это тоже идея. Деньги это тоже идея. Но это не самая главенствующая идея. Есть большая идея. Вот как раз она вписывается вот в этот вот вопрос культуры. Это время, оно нас, вот, знаете, энергетически, в общем, сближает. Поэтому, в принципе, все происходит естественным образом. Нам же, конечно, хочется вот быстро. Раз переключил с первого на второй канал, и завтра уже. Нет, переключение медленно происходит. Поэтому идея сама по себе есть. Даже бессознательно некоторые не понимают, что эта идея движет людьми. Просто есть одна беда. Вот реально есть. Я наблюдаю за обществом. Вот, наверное, лучше Бернарда Шоу никто не сказал. Он сказал, понимаете, говорит, всего лишь 2% населения, говорит, они думают, говорит. 3% они думают, что они думают. А 95%, говорит, они отдадут все только ради того, чтобы ни о чем не думать. Чтобы за них кто-то подумали. Да, чтобы за них подумали. Вот здесь как раз вот в этом мы где-то упираемся. Но тем не менее, есть же кто думает, есть кто думает, что он думает. И процесс-то происходит. Он происходит по-любому. Жизнь называется. На самый вот такой крайний описание. Ну и тем не менее, чем отличается евразийское пространство, скажем, от европейского континента? Как бы нас не пытались сделать европейцами, мы же не станем европейцами, у нас же культурный код другой абсолютно. Ну, если говорят, чем они отличаются, да, ну, самый такой банальный способ, да, у нас ресурсы есть, у них ресурсов нету. Начиная с энергоресурсов, теперь сырья. Для экономики что главное? Вот в любом, даже в стакане воды вы найдете киловатт электроэнергии. У нас это есть. На этом пространстве, я говорю за экономическое пространство, да? Вот. На богатом пространстве. Да, в широком смысле. Есть энергия, есть сырье, да, потенциал, есть ресурсы трудовые. И самое главное, да, ну, уже как бы настало время, когда мы уже, вот, ну, сама жизнь заставила, импортозамещение, что-то надо производить. Я не говорю, что завтра все кинутся и начнут какие-то там уникальные вещи делать. Нет, хотя бы с простого. И поэтому этим мы уже отличаемся. А потом, вы не забывайте одну такую вещь. У нас правое полушарие головного мозга – это Запад. А левое полушарие – это Восток. Поэтому мы отличаемся от них тем, что мы как бы все равно восточное полушарие. И у нас все равно, вот даже, хотя они 50 на 50, но у нас плюс одна акция в сторону иррационального, духовного, нас к милосердию тянет, вот каким-то традиционным ценностям, а левое полушарие у нас материалистическое. У них там 50 плюс одна акция в сторону материалистического восприятия мира, понимаете? Мы этим отличаемся. Поэтому я давным-давно себе говорил, мы долго будем идти как бы нога в ногу, ну, будем стараться похожими быть на них, еще что-то, но наступит критический... Ну, нам долго внушали, что именно этот тип цивилизации самый прогрессивный. Да. Но сейчас, я к чему говорю, более 30 лет мы вот живем в суверенности, независимости, в открытом информационном обществе, где, в принципе, уже игра идет в открытую. Я именно что хочу сказать. И более или менее мы понимаем, что все-таки, как оказывается,
мы должны прежде в этом бушующем мире найти самих себя, Да. прежде всего, не потерять себя. Да. То есть, да, и этот подход к себе, поиск к себе и определяет вот эту цивилизационную основу. Вы как считаете? Ну вот смотрите, можно было много-много-много нам пичкать, да. Но вот представьте себе, если, например, немцы. Но противимся Вот, же. смотрите, если немцев взять, да, что такое немецкая женщина? Она жила по правилам 3К. Это, кстати, и австрийская, да, и любая другая. Это Кирхе, Кюхен, Киндер. Церковь, кухня, дети. Вот они жили. Но у них удалось переломить. И сегодня они институт семьи ставят вообще, в общем, на третий план, да. Вы знаете, что у них там семьи там не бинарные, разные, какие угодно семьи. А вот для нас семья, это настолько свято, это подсознательно. Поэтому нам можно Согласна. было плевать в душу, лезть, там, говорить, делайте так, но есть такое. Святое не трожь. Семья. Семья. Семья это на подсознательном уровне. Я не говорю исключение, я говорю в целом, как коллективный разум, для нас семья святое. Какую ошибку они допустили? Они за святое нас схватили. Да. А вот здесь мы взбрыкнулись именно как цивилизация, да, и сказали святое. Нам не надо вот этих... Ну, приятно, можно поотдыхать, покайфовать, но мы лучше, скажем, пусть будем где-то даже, ну, немножко прижаты в чем-то, да, но семья, понимаете, главное. Поэтому мы выкарабкаемся. Есть плюс. Обычаи, наши традиции. Обычаи, традиции. Это же такая вещь, которую, да, ну, есть, конечно, в каждом народе свои идиоты, которые, ну, для них нету ни традиций, ничего. Где хорошо кормят, там, там для них родина. Я говорю за 99% людей. Их не переломаешь. Никто не сможет сделать. Приходится считаться с этим, да, потому что деваться некуда. И даже политикам, вот либеральным политикам, они вот так гнут, а дальше говорят, нет, мы боимся. Почему? Потому что треснет, в обратку может пойти. Поэтому тоже есть, немножко же надо понимать, до каких пор можно, народ долго терпеливый. Ну и пружина терпеливая, она долго терпит, а потом в обратную сыграет. Поэтому с этими вещами, это как раз цивилизационные вещи, Да. это цивилизационные коды. С ними играть не надо. Можно много-много, но никогда не доходить до крайности, понимаете? Вот поэтому сейчас этот момент, он как бы тых-тых-тых-тых-тых, немножко назад отыгрывается. И я, например, Согласна. могу сказать такую вещь. Она реально, она происходит в жизни, да? Вот мы посмотрели там евроремонты, курорты посмотрели. У нас уже есть представление, что такое хорошо. И если даже по нашим деревням проедешь, вот я был Ильич, да, но в каждом селе я нахожу, ну, 10-12 домов, такие приличные, заборы, там это, центральная канализация, водопровод. Что-то сделано. Почему? Почему? Это плюс. Если в селе есть 12 хороших домов, то у остальных будет стремление тоже когда-нибудь, через 5, через 10 Улучшить лет, условия. через 15 тоже не отставать от него сделать. Значит, вот это улучшение уже как бы тенденция есть к этому. Теперь я вот как раз хочу вернуться к тому. Я когда как-то в Москве в 2010 году попросил, ну, с таким исследовательским интересом, поехал, посмотрел, где наши люди работают. Там консьержки, я с консьержками поговорил, дворники, там строители, все, продавцы на рынке. Ну, это самый такой примитивный способ использовать вот эти экономические возможности. А вот были люди уже немножко на ступеньку больше. Они, предположим, ну, там, у него контейнер был там на строительном рынке. Он уже немножко получал. Я ему говорю, а почему ты не едешь в Бишкек? Он говорит, здесь покупательная способность шире, обороты другие. Это позволяет мне, он говорит, у себя там в деревне строить дом. Я построил дом, говорит, хороший двухэтажный, все классно, привез вот это, ну, как проект, да. Брату помог трактор купить, это уже другой уровень. Это уже другое, да. Да. Я Я вот, нашел- вы сейчас языка говорите. Я нашел- Работает ради семьи. Да. Вот, не для себя Опять же, индивидуально. да. Я нашел там кафе, ребята сделали. Прекрасно. Они тоже говорят, мы там дом. Вот первое, что он делает, он в деревне, там род, там родня, он дом двухэтажный поднял, там брату трактор купил, навесное оборудование, опять же, работает там ради сюда. Вот только меня удивило немножко, ну, немножко удручило. Это да, это возможности, да, но это надо дальше.
Вот нашим надо предпринимателям, да, ну, крупным предпринимателям, и даже государству. Вот здесь я прошу прощения, хочу вот немножко тоже вот вашу глубокую мысль, как раз таки вы начали очень с хорошего тезиса «семья». Да. То есть, значит, для нас, евразийцев, скажем, да, вот живущих людей в евразийском пространстве, Да. семья, она остается святым, непоколебимым, ни за что. Непоколебимым. Даже наши, которые уезжают работать за границу, в первую очередь думают не больше о себе, а помочь родным, Да. семье. Да. Понимаете? Я вот хотел, вот именно эта вот глубокая мысль очень важна, когда вы сделали акцент именно на семье. Да. Согласна, что оно относится именно к той цивилизационному слому, чем мы, собственно, отличаемся. Мы не зациклены на индивидуально на себе. То есть вот только лишь бы мне, допустим, мне 18 лет, все, ты родитель отдельно, там как бы дети отдельно. Нет, мы все-таки вокруг семьи все-таки ходим. Зарина, ну вот посмотрите, да, просто. Это, я говорю, о самом примитивном уровне ребята устраиваются, ну, на таких просто рабочих специальностях, там, еще не самых высококвалифицированных, да, все констатируют, до 3 миллиарда, ну, если в долларовом исчислении, переводы идут. Вот все правильно. То есть тот, который даже небольшую зарплату получает, да, это еще не предприниматель. Предприниматель там больше, он едет, строит, да. А этот из этого своего какого-то маленького накопления он пересылает сюда. Кому? Семье пересылает. Родители да. пересылают. И мы все время родным. говорим, что 3 миллиарда в долларовом исчислении приходят деньги. Вот оно. Вот он сам ответ. Это ответ как раз о том, вы как думаете, какой-нибудь немец поехал, допустим, куда-то, допустим, в Белоруссию работать, ну я так условно, он что, туда переводы делает? Нет. Нет. Вот в этом уже, вот говорят, что нет ничего тайного, что не стало бы явным. То есть явно оно как раз является большой тайной. Вот здесь порылся, и ответ тебе лежит. Вот они, переводы, тебе отвечают на вопрос. Что такое семья? Почему он же мог бы в ресторан пойти туда, в сауну там в конце концов. Нет, они... Я же там посмотрел, я вот даже с ними... Ответственность же. Конечно. Обязательства же. Понимаете? Ответственность, обязательства, долг ставят превыше индивидуального. Я вот Это тогда совершенно спросил, другое. как вы живете, что вы кушаете, да? Вот представляете, двухкомнатная квартира, да, ее не один человек снимает. Они 5-6 человек сняли, аккуратно, они даже дверью старались не греметь, одновременно выходить, заходить, чтобы соседи не ругались, да. И вот они кушать, они коллективно на 6 человек дешевле же, да, они говорят, ну, скромно питались, я посмотрел что-то, они меня угощают, эти, как его, макароны, вот, жареные макароны, они их кушают, я даже тогда подумал, ничего себе, это разве можно кушать, но они кушают, почему? Они экономили, опять, ради кого экономили? Себе, отказывали, чтобы маме, папе, сестре, детям, брату послать, я не говорю, что это шикарно, нет. Но в этой простоте ответ кроется. В этой простоте и величие же кроется. Конечно. Вот сейчас вы ключевую мысль духовную, в этой простоте величие кроется. Вот нас легче убить, понимаете? Вот просто сказать, да идите вы к черту, лучше убейте нас. Ну, Мурат Мырза, мне подсказывает, наше время уже подошло к концу. Да, очень быстро, казалось, как 5 минут, да. Хотелось бы немножко резюмировать. Все-таки, наверное, одной из основных нашей ценностей, все-таки это семья, это традиционные ценности, где мы должны обязательно это сохранить и ни в коем случае не дать разрушить, скажем, иным цивилизациям, так скажем, да. Ну, спасибо, что пришли. Я думаю, это не последняя наша дискуссия. Да, мы продолжим вкладывать новые смыслы. Что за жители живут в евразийском пространстве? Да, ну давайте. До свидания. В следующий раз. До свидания. На этом наш эфир подошел, на этой позитивной ноте. А я желаю вам всего доброго и до встречи.